Вітаю ўсіх, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. У нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы сёння пачнем нашу размову. Удала так вельмі, на мой погляд, пачнем, таму што з намі на сувязі прафесар, псіхолог Уладзімір Янчук. Добрый дзень, спадар Владзімір. Добрый день. Спадар Владзімір, я ведаю, што вы зараз знаходзіцеся далёка ад Беларусі, тым не менш сочыце за падзеямі ў Беларусі, і няўжо глядзелі ўсю 8-гадзінную стендап-праграму Лукашэнкі? Нет, к сожалению, не смотрел, потому что все-таки 8 часов это много. Я-то и в лучшие времена не мог выкроить в своем бюджете такое большое количество часов. Но, тем не менее, наиболее знаковые моменты и некие такие нюансы, связанные с презентацией, связанные с подачей содержания, я, конечно же, фиксировал. Ну и, конечно же, прочитал массу комментариев, и вот комментариев было действительно много, и для того, чтобы сформировать позицию, и для того, чтобы выйти, ну, в определенном смысле из своей субъективности, надо знакомиться с представлениями других коллег, тем паче, что событие подавалось как знаковое. Причем дата такая очень знаковая, ну, годовщина по не случившемуся и, соответственно, рефлексия целого года. Як вы лічыце, ўсё ж такі, ці атрымалася зрабіць знакавым гэтую так званую вялікую размову? Не, ну, конечно, не удалось. Во-первых, аудитория, она сразу говорит, только избранные, только допущенные и так далее. Если победа, извините, я выхожу в открытый эфир. Если победа, я встречаюсь со всеми. И вообще-то я не боюсь никого, так? Почему? Вот она поддержка, вот он результат, вот они достижения и прочее, прочее. Я выхожу в тот самый народ. А когда я за забором, когда, опять-таки, я общаюсь с очень таким ограниченным количеством людей, это, ну, по крайней мере, некое вопросное поле. Значит, нет у меня уверенности в том, что искомое достигнуто. Тым не менш, на ваш погляд, вось вы калі асэнсоўвалі тое, што прачыталі, тое, што было там сказана, на ваш погляд, які ўсё ж такі галоўны пасыл быў? Сказана было шмат і на розныя, здавалася б, тэмы, але галоўны пасыл, у чым ён быў? Посыл очень простой. Убедить себя. Снять свои внутренние страхи, будем говорить так, убедить себя в том, что не убеждаем. Так все-таки попытаться сказать, что все нормально, что опять-таки все старое восстановлено, что если бы не вот эти враги, и если бы не вот эти агенты, к коим относитесь и вы, Дмитрий, то все было бы хорошо. И, в принципе, ничего нового, никаких оснований для вступления в диалог и для нормализации взаимоотношений в том самом обществе, которому это адресовано. Более того, у меня создалось впечатление, что спич даже не по отношению к условным сторонникам, а спич по отношению уже совсем к какой-то локальной части, ну и даже по реакциям невербальным вот этой локальной части, и то уверенности в достижениях нет. Ну и тем паче, что новых идей нет, опять-таки, неких, так сказать, представлений о перспективах нет. Дальше такие достаточно общие рассуждения, повторяющиеся из раза в раз о, собственно, субъективном видении подоплеки проблемы. И все, больше ничего, к сожалению. У такім выпадку, калі сыходзячы з вашых слоў, што не атрымалася нават гэтую абраную, адфільтраваную аўдыторыю пераканаць, што ўсё ўжо перамога ў кішэні, ўсё зараз наладжанае, ці атрымалася ўсё ж такі, я не ведаю, там даць ім нейкі супакоіць іх, паверылі людзі ў гэты супакой. Тому што я глядзеў, там, да прыкладу, выступала гэта
Мисс Беларусь 2020 или 2020, як яна скажа там, наш прэзідэнт, мы нікому не аддадзім і гэтак далей, там вот наша шчасціка і ўсё астатняе. Ці атрымалася пераканаць людзей, што ўсё ж таки вот, ну, нешта будзе? Дмитрий, я уже давно говорю, что вот эти все действия, они напоминают мне мантры. И люди, говорящие нечто, настолько неуверенно это говорят и стараются убедить себя, а убедить себя не получается. И более того, ну, допустим, и та же аудитория, она ждала все-таки каких-то интриг, она ждала каких-то заявлений, она ждала каких-то, ну, будем так, предложений по отношению к будущему, но, увы, ничего так и не получилось. И, насколько я понимаю, растерялось еще больше. Но тем более, что у нас посыл все время какой, интрига. А вот я, а вот скоро, а вот еще что-то. И все. А вы гадайте, скоро же это что? И будет ли это скоро, и вообще будут ли какие-то предложения? Тым не менш, я сёння наткнуўся на загаловак, здаецца, у нейкай расійскай СМІ, про тое, што Лукашенко паабяцаў у хуткім часе пакінуць пасаду кіраўніка Беларусі. Вось вы у словах, пасылах, інтанацыях пачулі вот гэтую менавіта тэзіс? Нет, ну я же сразу оперировал вот это слово «скоро». Скоро что-то. Ну, как-то у меня, я в отличие от главного действующего лица, вообще-то с памятью проблем не испытываю. И я вот этих «скоро» уже слышал очень-очень много. И вообще само понятие «скоро» — это такое относительное. Скоро — это сколько? Скоро — это годы, скоро — это месяцы, скоро — это дни, или скоро — это еще что-то. Нет пока предпосылок и не создается, допустим, неких оснований для решения. Ну и более того, я говорил, допустим, вот, в силу того, что и окружение своеобразное, и представление о мире у главного правителя весьма капсулировано. Он живет, собственно говоря, в своем мире, и из этого мира и не выходит. Но, собственно говоря, у него и возможности такой нет. Ну и казалось бы, ну уже можно было взять даже вот эту путинскую схему общения с народом, но все-таки там какие-то внешние выходы, некие, так сказать, общения с народом и более того, допустим, попытки ответов на достаточно острые вопросы. А здесь и этого нет. Почему? Потому что слишком велики страхи, что будет что-то не так. И легче строить свою вот эту презентацию по накатанному пути, нежели реагировать на злободневные вопросы. И поэтому вот общество в растерянности, ну и общая, допустим, общая оценка, что, ну, так сказать, ожидания не сбылись даже у людей оптимистичных. В этом плане я не отношусь к категории людей слишком оптимистичных, и я понимаю, что если не создаются предпосылки для решения проблемы завтра, и если человек не думает о завтра, он цепляется за сегодня, он цепляется за вчера. А так как он не знает, что будет завтра, то и это завтра выступает в виде пугающего, страхи. А для того, чтобы завтра было комфортно, вообще-то надо работать сегодня, чтобы оно было комфортно. Старого уже не будет, и вот эта власть никак не может понять. Возвращения в прошлое не будет. Слишком много произошло за этот год. Слишком много люди пережили, и вот так взять и очистить память, извините, это не компьютер, так, это не флеш-карта, которую взял и очистил. А на самом деле это серьезное переживание, которое пережили это общество, и это общество вообще-то живет не самыми оптимистичными ожиданиями в отношении будущего. Тым не менш, рыторыка была такая вельмі агрэсіўная, я б нават сказаў, паказушна агрэсіўная. Гэта, на ваш погляд, ну, такая гульня, гэта такі вось проста абраны фармат зносінаў, ці гэта спроба накруткі аўдыторыі? Не, ну а куда же уже аудиторию накручивать, Дмитрий? Сколько мы уже накручивались, так? Ну и вообще-то это стиль общения с аудиторией, так?
И это не первый раз. И все время демонстрация: я сильный, я не боюсь, я еще чего-то. И как я как психолог, я прекрасно понимаю, чем чаще, чем больше человек говорит о том, что он сильный, что он, так сказать, никого не боится, тем больше для меня вот этих косвенных индикаторов того, что боюсь, неопределенность, не знаю. Кого пугаете, извините? Себя пугаете. Ну, не пугается этот народ. Я в своих постах все время писал, что пугается он первый раз. Второй раз уже меньше пугается, а третий раз он уже относится к действию как к чему-то, ну, само собой разумеющемуся. Не пужанные уже, так? Есть такая белорусская поговорка, она не совсем такая прилюдная, так, по поводу пужания. Я не буду ее воспроизводить. Не пугает, не страшно. На ваш погляд, тут вот вельмі дарэчы вы прыгадалі, што з пункту гледжання вот псіхолага, а з пункту гледжання псіхолага вось гэтыя яго выказванні мы, канешне, даўно прывыклі, калі ён да ўсіх на ты, калі ён там не, як говорится, не выбірае асабліва словаў, але калі ідзе сітуацыя, што спачатку ідуць словы я з жанчынамі не ваюю, вот, а потым ідзе мярзотніца, и гэтак далей, гэтак далей. Вот про что гэта сведчыць? А это говорит о культуре. Знаете, это говорит о внутренней культуре, о воспитанности. И как-то не печально, допустим, вообще этика взаимоотношений с аудиторией требует соответствующих правил ведения. А есть такой очень хороший термин, это хамство во взаимоотношениях с людьми. И, в принципе, допустим, лично у меня это всегда вызывает крайне такое негативное отношение, когда мне тыкают без оснований, когда со мной понебратствуют без оснований и много-много другого. И, в принципе, насколько я понимаю, вообще-то глава государства вообще-то должен уважительно относиться к этому народу, коим он управляет. И без этого уважения вообще-то никогда не будет этого диалога. А это стилевая особенность ведения разговора. Это диалогом-то нельзя назвать. Делай это, делай это, делай это и так далее. Ну и дальше, опять-таки, это потеря доверия, в том числе ввиду непоследовательности. И вот эти эпизоды, о которых вы говорите, они как раз говорят о чем, допустим? О непоследовательности, когда я говорю одно, а делаю другое. Вообще-то люди доверяют, вообще-то люди уважительно относятся к другому человеку, когда он отвечает за содеянное. Ну как это, так сказать, если уже такую маскулинную линию вести. Мужик сказал, мужик сделал. А тут получается, вот первая часть есть, а второй части нет. Как-то не печально. Раней беларусам вельмі падабалася вот гэта яго тыканне. Маўляў, ну ён же вот наш з народа, мы так вот паміж сабой, і ён так да ўсіх. Падабалася, вот што не дзіўна, і тое, што вот адзін там где-то там жонку пакінуў. Падабалася тое, што ой, які маладзец, мужик, вот, байструка сабе зрабіў, гэтак далей. А зараз вот такое адчуванне, што не падабаецца вот это вот все. І зараз вот з ваших слов таксама гэта відаць. Што змянілася ў людзях? Она изменилась очень просто. Уход от народа. Так? Если раньше это все-таки были выходы, это были встречи, это был живой человек, так? Это были, так сказать, вопросы, связанные, допустим, с этой живостью, то сегодня этого нет, увы, так сказать, уход от народа. А когда уход от народа, если раньше был действительно вот этот батька, так, теперь батьки нет. Теперь это фигура, которая очень высоко, очень далеко, и которая вообще отстранена от кого? От этой аудитории. Как-то не печально. Іван Петро пытаецца: спадар Владимир, як вы лічыце, ці разумее Лукашенко тое, што ён і лжэ, абражае, альбо ён сам шчыра верыць у свае словы? Нет, я не думаю, что он верит. Почему? Потому что человек верящий, он, по крайней мере, сохраняет последовательность. А в данном случае это всегда вот такая флюгеристость, это подстройка под аудиторию. Это, опять-таки, продажа того, что говорят советники, того, что говорят те люди, которые рядом, и без сохранения вот этой собственной позиции, собственной, допустим, линии рассуждений. Посоветовали это сделать, вот я сделал это, все.
Как-то не печально. И, допустим, советники посоветовали одно, а это прозвучало сегодня. Посоветуют другое, прозвучит другое. И мы уже слышали очень много. А для меня все-таки критерии самые важные. Ответственность. И одна из таких претензий со стороны вот этих людей, которые рядом, это понимание того, что ответственности нет. А когда нет ответственности, нет доверия. Самае для мяне вот асабіста важнае, ну значнае, скажем так, у гэтай сітуацыі, што ўсё ж такі яны сабраліся там не толькі пагаварыць паміж сабой, там паспрабаваць адзін аднаго самі з сабой пераканаць там у нечым. Все, что тут транслявалася, прамы эфір, все это было разлічана на тое, каб відаць і ўсё астатняе беларускае грамадства там супакоіць, пераканаць, там накруціць ці яшчэ што-небудзь. І як вы лічыце, вось гэта ў іх атрымалася? Нет, ну, кажется, не получилось. Более того, я подчеркиваю, допустим, ну, очень сложно освободиться, в том числе нашей аудитории, но от все-таки вот такой оптимистической ориентации. Хочется изменений, хочется лучшего. Вот эти ожидания. Риторика все время однозначная. И, увы, вот это, наверное, так сказать, привело к чему, что эффект от высказывания, он получился совершенно противоположный. Как-то не печально. Я вярнуся да сітуацыі ў беларускім грамадстве. Вот вы кажаце пра тое, што грамадства звянілася, грамадства ведае, што як раней не будзе, грамадства не прыняло вот гэтыя перакананні, што яго перамаглі, перамога за рэжымам, але тым не менш мы бачым, што адбываецца на вуліцы. У якім стане зараз грамадства? Вот вам не падаецца, што зараз ўсё ж таки ну атрымалася у рэжыма прынамсі гэтымі рэпрэсіямі ну людзей запалохаць? Знаете, на мой взгляд, результат абсолютно противоположный. И если раньше вот эти открытые публичные шествия, публичное проявление, они способствовали своеобразному психологическому выплеску, вышли, походили, разрядили. Сейчас ситуация усугублена. Почему? Это все продолжается внутри. Это приводит к вот тем внутренним напряжениям и соответствующим выплескам внутри. И напряжение нарастает. Это приблизительно то же самое, как вот попытка закрыть средства массовой информации, ну и попытаться, так сказать, изолировать вот этих лидеров общественного мнения. Ввиду социологов там и прочих. Эти люди обладали ответственностью и более-менее фильтровали общественное мнение. Сейчас это отдано на откуп вот этим конкретным зрителям, слушателям и так далее. И у них нет вот этой оценки. Я подчеркиваю, а вот это негативное отношение только возрастает. Поэтому на самом деле вот эти попытки заизолировать, попытки ограничить информационное пространство, попытки вернуть вот этот мир в старое, приводят к контрэффекту. Хотите достижения — разговаривать. Хотите, опять-таки, решения проблем — вступайте в диалог. Хотите, опять-таки, некой перспективы, вообще-то обсуждайте с этим народом эту перспективу, а не пытайтесь махать все время этим кнутом. Извините, кнут никогда не приводил к результату. Точнее, он приводил, но к результату противоположному. И сегодня мы с этим сталкиваемся. Почему? Потому что человек, боящийся, он не способен к творческим достижениям. Человек, находящийся в ситуации страха, он не способен делать нечто продуктивное. И до власти это никак не дойдет. Ну хорошо, изолировали вы, ну хорошо, опять-таки запугали вы. Дальше что? Дальше какой результат? А вы думаете, хтосьці там наверсе, так бы мовіць, сярод тых, хто прымае рашэнне, яны думаюць, што будзе далей? Им галоўнае сёння. Знаете, что значит думает? А хочется или не хочется, а спится плохо. Думать-то не хочется, а мысли-то шальные в голову лезут. И нельзя же говорить, допустим, когда нет вот этой такой ситуации доверия, что сказано и это будет. А в принципе, когда говорится, а есть ожидание того, что будет наоборот, это отражается на чем? На внутреннем состоянии находящихся в том числе и рядом.
А смотрите, какая негативная динамика. Та же, допустим, Олимпиада, те же результаты, допустим, полученные и так далее. И эта негативная динамика будет усугубляться, усугубляться. Ну и что, допустим, это приведет к консолидации какой-то? Нет, это не приведет к консолидации. Это приведет к еще большему напряжению. А большее напряжение в условиях вот этого информационного дефицита, я подчеркиваю, оно становится непредсказуемым. Оно чревато целым рядом последствий негативных. Прагучала такое меркаванне, што гэты рэжым у сваім выглядзе як ён ёсць, асабліва апошні час ён быў проста праграмаваны на памылкі, каб страляць сабе ў нагу. І такім першым самастрэлам называюць менавіта першую хвалю ковіда і рэакцыю улады, тады яшчэ афіцыйнай улады на гэтую сітуацыю. Ну а потым гэтыя стрэлы пайшлі ўсё часцей і часцей, пачынаючы ад пасадкі прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты і працягваючы нават самым апошнім выпадкам з той жа самай Ціманоўскай. Як лічыце, набяруцца розуму ці страляць пачнуць усё большым такім калібрам? Дмитрий, а где набираться? Так, а откуда набираться? Вообще-то с розумом приходят, так и в возрасте вообще-то розум либо есть, либо розума нет. В этой политике, допустим, и причем это не сразу, это не результат вот этого последнего года, было очень настороженное отношение всегда к людям думающим, к людям системным. Они вызывали, так сказать, некую опаску и напряжение. Да, что хотите, я навсегда это чувствовал постоянно, допустим. Слишком много знаешь, слишком много, опять-таки, считаешь и так далее, и так далее. Будьте проще. Проще это все очень хорошо, но проще это всегда столкновение с чем? Вот с этими граблями, на которые мы наступаем постоянно. И люди системно мыслящие, они готовят завтра. А вообще люди, допустим, еще более развитые, они готовят послезавтра. А здесь мы живем все время вот этим сегодняшним днем. И все время наступаем на эти грабли. Так откуда розум возьмем? Если вам хочется, опять-таки, достижений, приглашайте умных людей. Если вам хочется достижения, опять-таки, вступайте в диалог с этими людьми. И вообще-то вступайте в диалог с этим обществом, а не с этой, извините, массовкой людей, которые вынуждены соглашаться с чем? То, что продается. Але эксперты добра у мінску на Карла Маркса ці ў драздах такіх людзей няма, але эксперты кажуць, што ўсё ж таки ў тым жа самым Крамлі ці побач з Крамлёй ўсё ж таки разумных людзей паболей. І судзячы па тым, як розныя доўгатэрміновыя шматхадовачкі Крэмль будуе, пра іх станоўчасць і адмоўнасць гаварыць не будзем, але прадумваюць наперад на колькі гадоў. Вот мне незразумела логіка падтрымкі, упартай падтрымкі Крамлём і Пуцінам Лукашэнкі. Санкцыі ўзмацняюцца, кансенсуса ўнутры беларускага грамадства няма, Захад канкрэтна не прымае яго. Што, навошта гэтая падтрымка? Яны што, не могуць пралічыць будучае? Нет, у них как раз очень такое разумное и стратегическое видение ситуации. И, допустим, в чем это видение ситуации, а их устраивает. Так, в принципе, вот эта ситуация устраивает во многих аспектах. Ну, многие вещи, допустим, моделируются, проверяются здесь. Дальше. Получение абсолютно управляемого руководителя соседней страны. Опять-таки, а почему нет? Ну и вы, Дмитрий, должны учитывать, что вообще-то в России есть сентябрь. Так, и много изменится и может измениться после сентября. А чем знаменит сентябрь? Это выборы. Выборы в Думу. А перед выборами в Думу никаких таких резких движений и неких, так сказать, якобы демократических всплесков и быть не может. Поэтому, в принципе, эта ситуация до сентября она будет держаться однозначно.
Яшчэ я вярнуся да размовы з маёй на некалькі дзён таму з Артёмам Шрайбманам, які сказаў, што вот уся гэтая сітуацыя вядзе да таго, што паціху сістэма вот зараз яна рэпрэсуе і зжырае, кагосьці садзіць, кагосьці выціскае з краіны сваіх сапраўдных апанентаў, але паціху яна пачне жэрці сама сябе. Ну вот як у 30-х годах мінулага стагоддзя, калі спачатку вот яны рэпрэсавалі, а потым рэпрэсавалі іх жа другія, а потым тых другіх трэція і гэтак далей. Ці згодныя вы з гэтым і калі пачнецца? Нет, Дмитрий, понимаете, я же, во-первых, не политолог, и я такие политологические А вы з псіхалагічнага пункту гледжання? спекуляции стараюсь не вступать, и, допустим, и здесь противоречие, общество изменилось, мир изменился, так? И когда мы пытаемся аналогии с прошлым брать и переносить на эту ситуацию, мы глубоко заблуждаемся. На уровне это же вполне синхронизируется с чем, допустим, вообще с политикой власти. Так? Желание вернуться в те самые 30-е годы. Но я не исключаю, что на каких-то элементах, допустим, система начнет кушать некие такие наиболее, ну, будем так, одиозные какие-то фигуры. Но результат какой? Нету результата и не будет результата. И попытки использования технологий, я ведь все время говорю о чем? Что, допустим, вот эти люди, находящиеся рядом, они вообще-то заморозились вот в прошлом. Они забыли о том, что мир очень серьезно изменился. Люди, живущие в этом мире, они уже другие. И попытка использования аналогий, попытка использования методов, которые приносили результат вчера, они сегодня абсолютно неэффективны. Они приводят к чему? Допустим, вот к пролонгации вот этого состояния. Но я еще раз говорю, чем дольше будет длиться вот это пролонгированное состояние, тем больше предпосылок для взрыва, причем мощнейшего взрыва, психологического. Але выбух гэты ад каго чакаць? Ну, калі браць палітыкаў, то яны лічаць, што нарэшце не вытрымае і будзе такі выбух сярод працоўнага народу. А вы ад каго яго чакаеце? Я как раз от народа, я политиков не жду. И, в принципе, допустим, я таких персоналей, не вижу сегодня, хотя вот часто мне говорят, и вот нет никого рядом. Я говорю, знаете, огромное количество умных людей. И, в принципе, допустим, огромное количество руководителей. И, в принципе, допустим, вот эта история, которая состоялась, для меня годовщина, вот это крайне важна. Почему? Общество начало осознавать себя. Если раньше это все было сокрыто, и мы жили вот в том числе в мире батьки, где батька вот выходит из народа, который шалит опять-таки, который позволяет себе вольности, о которых вот этот народ внизу, так сказать, только мечтать хочет и прочее, прочее, то теперь прошел год. И теперь вот это радикальное изменение. Не устраивает нас шалости. Нас вообще-то устраивает что? Мыслящие, думающие люди, которые заботятся о завтра. А завтра будет сегодня все хуже, хуже, хуже. Яшчэ да аднаго моманта, не ведаю, наколькі ўсё ж такі яго варта ці не варта абмяркоўваць, але сёння яго паўсюль абмяркоўвалі, і пачала гэтае абмеркаванне брытанская газета нацыянал-кансерватыўная Daily Express, якая апублікавала відэо, калі вот гэты так званая вялікая размова скончылася, і Лукашенко сыходзіў са сцэны. Гэта не патрапіла у прамыя эфіры на тэлебачанні, але вось хтосьці это зняў, відаць, на тэлефон, і гэта відэо трапіла. Так вот, відаць, што, я не ведаю, з такой вялікай цяжкасці, як чалавек, якому вельмі цяжка нейкія рухі, крокі рабіць, Лукашенко сыходзіць са сцэны, спускаецца па прыступках і гэтак далей. Робяцца высновы пра складанасці са здароўем. Праўда, мы ўжо не адзін раз такія былі закіды і з расійскага боку, і тут размовы пра тое, што там ці то ў яго інфаркт, ці то ў яго яшчэ што, а потым апыналася, па крайней меры, знешне ніяк это не праяўлялася. І у дадзеным выпадку ці варта абмяркоўваць і звяртаць увагу на стан здароўя?
Не, ну, знаете, это одна из мечт вот этого обывателя, да, допустим, проблема решается таким, ну, классическим методом. Так есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Проблема-то не в персонале, проблема-то не в состоянии, ну и вы, Дмитрий, сами прекрасно понимаете, что 8-часовой разговор, он приводит к чему? К усталости, тем более глава-то человек эмоциональный, и выступает он очень эмоционально. А извините, вот такая агрессивная риторика, она тоже связывается с энергетическими затратами. Устал человек. Ну и дальше я подчеркиваю, что, допустим, одна из сложностей, вот он действует по шаблону, который расписан его вот этими своеобразными имиджмейкерами, он работает достаточно квалифицированно в этой роли, которая предписана ему. Но другое дело, что для меня это индикатор чего? Не верю я. Так, не верю и себе, и тому, что говорю. И я сделал, я выплеснул, и все. Руки опустил. И я истощился. Вот эта власть должна понимать, что, допустим, вот эта игра не по правилам, игра в скрытую, игра в манипуляцию, она ни к чему путному не приведет. Она приведет только к разрушительному результату и для самих игроков. Это тяжело, это эмоционально напряженно, и это житие все время в страхах. В отличие от этого, гражданин, в принципе, живет и другой жизнью. А власти приходится жить в чем? Вот в этом своеобразном бункере. А в бункере всем хорошо, только напряжение все время возрастает. Психологическое напряжение. И, безусловно, это будет сказываться на состоянии здоровья. Я глубоко уверен, что со здоровьем там не все хорошо, но я подчеркиваю, дорогие слушатели, проблема не в здоровье, а проблема в чем? В консолидации общества, понимание того, что общество, люди, живущие в этом обществе, должны быть активными. Они должны выражать свое мнение. И чем больше вот этих выражений своего мнения, чем больше вот это, опять-таки, демонстрация своего видения происходящего на любом уровне, на уровне разговора, опять-таки, с соседями, с коллегами и так далее, это задавание вопросов по поводу тех проблем, с которыми сталкивается этот гражданин, оно показывает, что вы активны. А если вы спрятались, то, в принципе, вы косвенно показываете, что то, что вы, в принципе, согласны с происходящим. Дарэчы, от пра кансалідацыю грамадства ваше меркаванне хацеў даведацца таксама, там да ўсіх падзеяў 20-го года, я нават кажу не пра жнівеньскія, а раней, можа быць, з пачатку выбарчай кампаніі, этого ўздыму, беларусы вельмі любілі ў сацыяльных сетках паміж сабой сцэпляцца, сварыцца, разборкі ўстрайваць. Гэта нават такую назву атрымала бульбасрач. А потым, безумоўна, такая кансалідацыя, такая вось агульнае нейкае яднанне было. Я назіраю, што вось апошнім часам гэты бульбасрач, прабачце, ён ізноўку вяртаецца ў сацыяльныя сеткі. Ці не прыкмета это таго, што і ўсе мы вяртаемся ў тыя вот зносіны паміж сабой, як і раней? Ну, видите, когда человек сталкивается с проблемой, и когда он видит, что решения вот таких реальных не получается, он начинает выплескивать. И в том числе в социальных сетях мы начинаем искать виновных. Вот, допустим, более высоко сидящих и людей, действительно ответственных за происходящее, мы упустить не можем. В силу чего? Вот той агрессии, в силу такой перспективы и попасть в места неотдаленные, мы начинаем свариться с близкими своими. Дорогие, не надо. Уважительно относитесь друг к другу и пытайтесь, опять-таки, лучше вести конструктивные, поддерживающие разговоры друг с другом, сформулируя свои суждения, свои выводы, свое несогласие с чем-то и донося эту позицию, опять-таки, до наиболее широкой, максимально широкой аудитории. Ну і на заканчэнне... Разговаривайте друг с другом. На заканчэнне я хацеў бы вот у панядзелак размаўляў з Ганнай Севярыніцай, яна звярнула ўвагу на тое, што вельмі вялікая праблема з наборам ва універсітэтах тых жа самых. Платнікаў фактычна не набралі. На бясплатныя курсы і то праблемы з наборам.
моладзь паехала за межы Беларусі вучыцца. Выжылі ўсіх айцішнікаў фактычна з краіны. Выжываюць настаўнікаў, выкладчыкаў. Я вось тут у Варшаве тыдзень таму сустрэў, ну я не ведаю, з інстытута гісторыі акадэміі навук, там ледзь не увесь аддзел па вывучэнні ось перыяда Беларусі Вялікага княства Літоўскага, там вельмі знаныя гісторыкі, журналісты, ўсе астатнія, вот выжываюць усіх. Вот з чым застанемся? Нет, так вот это общество и должно осознавать, что не будет интеллектуальной элиты, не будет развития. Не будет людей думающих, будет все время грабли. Не будет людей, умеющих нечто делать не только руками, но и головой, вообще-то не будет прогресса в обществе. А самое-то печальное, опять-таки, не будет завтра. Не будет завтра. И люди, вот как раз вы говорите, допустим, пропагандистская машина вещает одно, а вот это как раз индикаторы чего? А это общество, оно не верит. Оно не верит, что в перспективу. А когда оно не верит, оно понятно и поступать не будет. И понятно, допустим, я еще раз подчеркиваю, и возвращаясь к своей персонале, не будет меня как профессора, не у кого учиться будет. А не у кого учиться будет, а зачем тогда учиться? И тогда возникает проблема этого абитуриента, тогда возникает проблема перспективы. И, конечно, я поеду туда, где будет вот эта элита интеллектуальная, у которой есть чему учиться. А не будет людей, у которых есть чему учиться, и результат будет соответствующий. Поэтому это все вот о том завтра. Это все, в котором жить этим людям. Если вы не будете заботиться о завтра, если вы не будете думать, то результат будет самый плачевный. Ну што ж, будзем спадзявацца, што не дажывем да гэтага і здолеем выправіць сітуацыю самі, таму што ўсё ж такі пытанні і праблемы і будучае Беларусі вырашаць самім беларусам. Вельмі на гэта спадзяемся і да гэтага імкнемся. І я, і спадар прафесор Владимир Нет Янчук. всякого сомнения, только сами, без дядек, без хворей, без еще чего-то, становясь вот теми самыми людьми, осознающими, что они являют из себя фундамент общества, и это общество должно консолидированно показывать свои представления о том, что надо делать и каком оно видит свою перспективу. Говорите друг с другом, обсуждайте друг с другом. Вообще-то берите за руки, так? И все будет хорошо. А я скоро возвращаюсь. Глядзіце, не паўтарыце толькі лёс Владимира Мацкевича. Дзякуй вялікі. Владимир Янчук. Своя линия. Так, мыслим на разных дорожках. Да, каб толькі на суседніх нарах не апынуцца. Ён вярнуўся з Грузіі. Вот. Спасибо за пожелание, Дмитрий. Ну, дзякуй вялікі. Владимир Янчук, Дміцір Лукашук у сумесным праекце Еўрарада і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Усё будзе добра.